Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. Девушка-пешеход, которая шла по тротуару, едва не оказалась под колесами кроссовера «Хавал». После столкновения с БМВ на перекрестке улиц Назарбаева и Хади Такташ паркетник вылетел на пешеходную зону. Водитель немецкого автомобиля своей вины в этом не видит. Он развернулся, там на зеленый поехал, а тот до красный бьет. Момент столкновения попал в объектив регистратора другого автомобиля. На видеозаписи видно, что водитель БМВ решил развернуться на улице Хади Такташ, в том месте, где проезжая часть перекрыта. Хавал выехал на перекресток, когда ему загорелся красный. Может быть, поэтому свою версию произошедшего водитель китайца рассказывать не захотел. Медики осмотрели участников ДТП, помощь никому из них не понадобилась. Теперь водителям придется встретиться на разборе в ГИБДД. Оба автомобиля получили значительные повреждения и своим ходом передвигаться уже не могли. Прямо в вестибюль станции метро «Северный вокзал» едва не заехал водитель «Опеля Астра». На пустой дороге он не справился с управлением и вылетел на тротуар рядом со входом в подземку. Все произошло на глазах других автомобилистов. Вышедший из разбитой иномарки мужчина рассказал им, что за рулем был не он, а некая девушка. А куда она делась, он не представляет. Мужики, я ничего не нарушал, ничему нету. Мужчина, которого видели выходящим из разбитого «Опеля», утверждал, что за рулем сидел не он. Уверял, что ехал со своей знакомой, которая просто убежала сразу после аварии. Я выхожу за руля, да. Ну, очевидно, ты вас видел. Там на перекрестке не дыхает. Пацаны, базара нет. У тебя машина, ты что будешь делать? Вот что вот машину ударил, что ты будешь делать? Естественно, я за руль пересажу. Хочу руль, сворачиваю направо. Я говорю, давай отъедем в дорогу. Все. И на это не останавливаются, мы выходим. Они начинают тушить там, типа, этим... Да, огнетушителем они начинают тушить. Все, мы выходим. Очевидцы остановились сразу же после аварии. Никакой девушки ни внутри «Опеля», ни рядом никто не видел. Мужчина, который ехал прямо за легковушкой, остановился самый первый. Несколько раз пересекался с этим автомобилем и на дороге еще тогда обратил внимание на водителя. На перекрестке Восстания Декабристов он стоял рядом с нами в правом ряду. За рулем был он же. В момент, когда мы подъезжали, рядом с автомобилем убегающей девушки никакой не было. То есть авария, получается, перед вами произошла? Практически, да, там какие-то секунды перед нами произошла авария. То есть деться никуда человек не мог, в принципе? За такое короткое время деться никуда не мог человек. Испариться тоже. Увидели ДТП, остановились оказать первую помощь, потому что машина начинала гореть. Потушили, за рулем был водитель в неадекватном состоянии. Мы ему помогли выйти из машины, он сел на бордюр, держался за голову, говорил, что болит голова и болит рука. Прибывшим на место врачам скорой помощи он рассказал, что болит голова и поясница, но от госпитализации отказался. Нужно было убедить автоинспекторов, что за рулем его не было. Он стоял на своем и признавался в самом тайном и не знал, как на суде доказать свои слова. Представляете, вы попадаете, когда вас везет любовница, она еще ударяется в ДТП. Вы пытаетесь все это украсить. Ну, нихуя не получается. Я сейчас провалишусь, меня тачку заберут. И что еще? Ну и жена нахуй меня пошлет. Как бы. И 2 детей, у меня 2 пацана. Как я их буду воспитывать, я не знаю. Доказывал он свою позицию столь активно, что его пыл сотрудникам ДПС пришлось немного поубавить. Говорил, что состояние ухудшилось от прохождения освидетельствования. Мужчина отказался, и если в суде он не докажет, что за рулем действительно сидела девушка, то ему предстоит стать пешеходом на срок до 2 лет и заплатить штраф 30 000 рублей. Никогда женщин нельзя обвинять. Я виноват во всем. Видишь, права лишат, работы лишат. Мусина Артура. Давайте другого заведем. Вероника Гайнудинова, Альбина Минаева. Вызов 112. Манера езды водителя «Лады» 15-й модели, которая двигалась ночью по улице Короленко, вызывала подозрения у автоинспекторов. Автомобиль вилял из стороны в сторону, а когда машина остановилась на перекрестке с улицы Гагарина, водителя задержали. Автоинспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Впрочем, 32-летний мужчина все отрицал и отказался выходить из своего автомобиля. Имеется у вас признаки алкогольного опьянения. Ну как ты определил, что у меня есть признаки алкогольного опьянения? Как определил? Да. Ну, признаки, потому что говорю, есть. Ну какие признаки? Запах алкоголя изо рта. Запах, еще что? Ага. Нарушение речи у вас имеется. Нарушение речи в чем? Изменение кожи, покров лица имеется. Ну в чем у меня лицо-то отличается? Скажите мне.
Лицо у меня как-то отличается? Он отрицал все и отказывался выходить из автомобиля. Из-за этого и процедуру освидетельствования пришлось проводить на улице. Подписывать документы тоже не хотел и требовал адвоката, причем своего, но звонить никому не торопился. Мне нужен адвокат. Хорошо, вызывайте адвоката. Хорошо, я буду вызывать адвоката. Хорошо, но сколько мне ждать-то? Сейчас я вызову адвоката, я вам Хорошо, скажу. вы будете расписываться? Нет, сейчас Я в данный вызову момент. адвоката, и тогда вам скажу. Его действия воспринимает как отказ. Все, ваши действия отказываться. воспринимаем как отказ. Это вы так воспринимаете. Мне нужна защита. Мне нужна защита. Ладу автоинспекторы заметили на улице Короленко. Автомобиль вилял из стороны в сторону. Водители решили проверить и задержали на перекрестке с улицы Короленко. Как только у мужчины заметили признаки опьянения, пригласили понятых. Задаю вам вопрос о прохождении свидетельства на состояние алкогольного опьянения на прибор алкоголя. Согласны пройти свидетельство? Да, я согласен в присутствии адвоката. Будете сейчас продавать? В присутствии адвоката. Проходить В освидетельство? присутствии адвоката, я согласен. Хорошо, вызывайте адвоката. Сейчас я позвоню адвокату. Вы же не звоните никому. Давайте я позвоню. Все, я вызываю как отказ. Так вы не даете Правильно. мне позвонить. Я как отказ воспринимаю, правильно? Нет, неправильно. Такой же ответ был и на вопрос о медицинском освидетельствовании. Без адвоката он не хотел делать ничего, но самому защитнику не звонил. Вы поедете нет в больницу? Ну, я поеду хоть куда с вами? Сейчас, С в данный адвокатом. момент, В вот данный сейчас момент, к нам да. присядете в патрульную автомашину и поедете прямо сейчас. С адвокатом. Прямо сейчас С вы поедете. адвокатом. Это поведение автоинспекторы посчитали нежеланием проходить процедуру. Это подтвердили и понятые. Сам же водитель уверял, что это все просто вопрос принципа. Если суд также посчитает, что водитель просто затягивал процедуру и фактически отказывался от освидетельствования, то ему грозит лишение прав на срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. Сирина Васильева, Альбина Минаева, вызов 112. «Ладу» 13-й модели, которая ехала подозрительно медленно, остановили автоинспекторы на улице 3-я Кленовая в поселке Дербышки. За рулем находилась молодая девушка, которой на днях исполнилось 18 лет. Водительского удостоверения она предъявить не смогла, у автоледи его попросту не было. В автошколе она еще учится, а сесть за руль было не втерпешь. Несколько бокалов спиртного добавили девушке уверенности в себе. Просто решила прокатиться на машине. Она не ожидала, что эта поездка закончится внезапно и не столь приятно, как начиналась. Поделилась, 18 лет исполнилось только на днях. Водительских прав нет, в автошколе только учатся. Но сесть за руль просто не терпится. Как раз таки хотела просто потренироваться. И вот такая неприятная ситуация, не ожидала. Знакомый для учебной поездки любезно предоставил автомобиль «Ладу» 13-й модели. Улицы ночью пустые, пешеходы не ходят, автомобилей почти нет. ГИБДД вглубь частного сектора не заезжает, но все вышло иначе. Знакомый. Вот просто вот рядышком живу, просто сесть, сижу за рулем. Вот, и проехала как раз машина ДПС. Просто вот такая случайная ситуация, никаких там больших скоростей не было. Просто, вот, не знаю, километров 10-20 сейчас максимум. Ради интереса. Ради интереса и автоинспекторы остановили машину, которой управляли слишком неуверенно. И помимо отсутствия водительского удостоверения, у девушки-водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Она скрывать ничего не стала. Вечером выпила буквально, наверное, 2-3 бокала. Чего? Шампанского. Вот. Уже все давно проветрилось, я уже все нормально, хорошо чувствую, и при этом вот такая неудачная ситуация получилась. От освидетельствования девушка отказалась. Эта поездка стала для нее практическим уроком, который в автошколе не преподадут. За езду в нетрезвом состоянии без водительского удостоверения предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток. Штрафом в 30 тысяч его могут заменить только в том случае, если водителя по какой-либо причине нельзя подвергнуть аресту. Девушку доставили в отдел полиции, и теперь уже суд будет решать, как она будет отвечать за эту поездку. Рамиль Шайдуллин, Альбина Минаева, вызов 112. Всего за минувшие выходные в Казани было зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий. В 3 из них пострадали люди. Травмы получили 2 водителя и 1 пешеход. 15 человек сели за руль с признаками опьянения. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.